Дорогие друзья, мы в Жатае. Сегодня мы побываем в гостях у удивительной женщины, садовод-экспериментатор, блогер, известная ведущая не только в Жатае, но и в Якутске. Это Людмила Волкова. Наша съемочная бригада уже была у нее когда-то в гостях и снимала ее дивный сад. Сегодня мы полюбуемся ее садом и посмотрим, как же он изменился за эти 4 года. Здравствуйте! Добро пожаловать на нашу дачу. Очень рада приветствовать телеканал Якутия-24. Людмила, здравствуйте! Мы очень рады побывать снова на вашей дивной даче. Ну что, вот такая красивая композиция появилась у вас. Да? Очень много новых композиций. Года 4 назад был совершенно, Юля, другой у нас сад. Он изменился за эти 4 года кардинально. Элитные сорта петуний, тайдалов, удивительные, замечательные, к чему, наверное, мы сегодня будем уделять внимание, это уникальный цветок, цветущий лист у него очень красивый, в Якутии он сейчас преобладает, он начинает завоевывать свое место в садах наших горожан и селян Якутии, это колиус. Я бы хотела о нем уже рассказать и кого-то сподвигнуть обязательно, чтобы колиус в ваших садах обязательно рос. На нашей даче 46 сортов колиусов. 2 года назад их было всего 8. Мы среди садоводов, великих фей нашей Якутии, мы обмениваемся, мы друг друга покупаем. Я так рада, что у меня 46 сортов. Сейчас камера видит колиус. Смотрите, здесь 10 литров. Завуалировано, вы даже не видите, это ведро. 10 литров. Особенный грунт, Юля, мы делаем. Здесь 2 вида колиусов. Розочка сидит очень хорошо, здоровая себя чувствует. Смотрите, какая красота. Вот такая же красота позади меня. 2 вида колиуса. Батат уживается в 10 литрах. Но это просто чудо. Низкорослый георгин ужился с колиусом ампельным и в 10 всего литрах. И еще и в 2 колиуса. Подойдите, посмотрите. Ой, классно, очень красиво. Вот. Поэтому этот цветок завоевывает все больше сердец якутян, это точно, потому что, насколько я знаю, их очень много сортов, Юля, очень много. Но о колиусе я хочу сказать так, что почему он завоевывает? Потому что когда ты много садил, и вдруг появляется такой цветочек, который абсолютно не боится непогоды. Дождь, ветер, он остается красивым, сочным, неувядающим. Вот 3 сентября они все сверкают. И я знаю точно, что в мире существует очень много сортов, и мне еще далеко до какого-то предела, наверное, очень и не догонишь этот предел. Кто бы знал, что он имеет более 400 сортов, но в данный момент, я уже говорила, 46 сортов у нас. И, наверное, появляется с каждым днем еще больше, потому что селекционеры не сидят сложа руки, да. Они нас радуют, они хотят показать вообще многообразие красок, какие еще могут, родиться, скажем родиться, так. Да. И вот хочу обратить внимание, что колиусы – это все-таки азиатское растение, да, и оно произрастает в достаточно таком климате, совершенно другом, скажем так, да, чем у нас вот на Крайнем Севере. Но вам удалось доказать, что вот этот колиус, в принципе, может себя чувствовать очень хорошо и приятно в наших погодных условиях. Абсолютно правильно, Юля, абсолютно правильно.
И вы говорили, что это растение, оно вечно зеленое круглый год. Да. Это как? Да, это как? Очень просто. Если, допустим, вы захотели иметь колиус, как я, мне просто достался росточек, укорененный в стаканчике. Он рос до тех пор, пока я не увидела отростки. Я стала размножать, мне рассказали, как это делать. В пазухах обычно появляются росточки. Это все ломается, отрезается, садится в воду, он дает корни хорошо, снова садится в землю, и так он идет последовательно. То есть он не живет, как ты посадил, и он будет жить. Он всегда требует обновления. Но это вегетативные колеса. Еще есть семенные. Семенные вы можете купить семена, выращивать. Но вдруг вам понравился очень колеус, отрежьте отросточек, посадите в воду, посадите в землю, он будет с вами жить. От него точно так же. То есть последовательность, пазухность вот этих отростков дает постоянное размножение этого колеуса. То есть он зимой все сорта поедут ко мне домой в маленьких стаканчиках. Остальные маточники уйдут в утиль, в нашу компостную короб. А все, что сорта я сохраню, повезу домой под лампами. Они будут жить в маленьком совершенно объеме земли, будут себя комфортно чувствовать и радовать всю зиму. Мини-сад. Мини-сад. Как колеус может подчеркнуть красоту других цветов, и как другие цветы могут подчеркнуть красоту колеусов. Они действительно все разные. Обратите внимание, они и бордовые листочки, и какие-то прям неоново какие-то зеленые, и какие-то смешанные, какие-то вот, даже вот, мне кажется, как будто они, знаете, как бархатные какие-то, да? Бархатные, вот прям на ощупь. Но на самом деле это вот такой лист, и причем нет цветочков на нем, да? Вот. Нет, они есть цветоносы, их просто удаляют. Ясно. И он мешает. А цветоносы, развитию. как бы здесь, вот в этом случае, цветоносы, они не украшают, да, как Нет, бы кустик? их удаляют. То есть здесь главное украшение, в отличие, допустим, от других цветов, это все-таки лист. Сам лист, Сам декоративный лист. Угу. Ну и посмотрите, какое разнообразие. На самом деле я думала, что колеусов, ну там 1, 2, там, ну 3, да, 40, но чтобы было там их сотни, это просто вот... Да, ну, да, кажется так. это очень просто, ну... Удивительно. Удивляет, да, да. Юля, хочу сказать и ответить на ваш вопрос, как же они украшают сад, каким же образом они сочетаются с другими цветами. Вот посмотрите, как красиво терраса у нас украшена. Это вегетативная петуния в горизонтальных кашпо. Здесь у нас стальные такие сделаны ступеньки, в каждом вертикальное кашпо, горизонтальное, и все сливается. Но здесь в 10 литрах украшает, дополняет петунию, красавицу, колеус. В 10 литрах уживается, смотрите, вербеник, бакопа, Юля, смотрите, правда Красота. Красиво? И 3 колеуса. И все это уживается и прекрасно развивается и растет. 3 разных колеуса. И самое, что интересное, когда я наблюдаю за ним вот уже 3-й год, первый раз у меня был всего 1 цветочек, прошлый год было 8, а сейчас, конечно, много. В тени он будет, этот же колеус будет совершенно по-другому расцветку менять. Полутень тоже будет другим. Солнышко посветило, тоже будет другим. Вот наделен такой вот краской. Это удивляет, как запущена такая система в этот цветочек, что он постоянно удивляет. Один и тот же сорт, он не бывает одинаковым. Вот это тоже сказочное и волшебное абсолютно свойство колеуса. Юля, хочу еще сказать, что наша терраса украшена именно вот таким образом. В основном симметрия сделана. Точно такая же здесь горизонтальные вазоны. Плюс идут дорожки стальные такие, ну как бы стальные цветные ступеньки. И в конце украшает вот наши замечательные колеусы. Хочу вам сказать, что здесь 20 литров, здесь 20 литров. В 20 литрах уживается раз колеус, 2, 3, 4 и еще дихондра. Здесь то же самое, ампельный. Посмотрите, как это красиво. Здесь 4 колеуса в 20 литрах и дихондра. И плюс еще, все, наверное, знают, есть такой очень красивый вот такой шафранчик антигуа. Красота колеуса именно в самом листочке, декоративном, но не в цвете. Вот смотрите, цветочек. Это цвет, и мы всегда его удаляем. Это абсолютно нетрудно, это не так часто приходится делать. Его нужно убирать, потому что это мешает развитию колеуса. Смотрите, в 10 литров вновь, опять же ансамбль, что на той стороне, что на этой. 3 красивейших. Смотрите, какие декорации он делает. Бархатный,
бордово-красный, лимонный, вот такой цветной, опять же вербеник и опять жабокопа. В 10 литрах смело садите миксы, вас они будут радовать. Но для меня это просто открытие как садовода. Это душевная радость, Юля, вот натуральная радость. И мне хотелось бы, конечно, всем садоводам рассказать и как можно быстрее, как можно много иметь сортов колеса и радовать себя и своих родных и друзей. Я хочу показать вам вот такой замечательный, ну, можно сказать, как по-современному говорят, лайфхак. Лайфхак для деревьев, которые растут у нас на участке. В частности, наш замечательный осиновый тополь, он украшает нашу дачу, ему 21 год, и мы решили украсить его вот таким образом. Украшает его разнообразие колеусов, они просто великолепны. Здесь постоянно практически полутень, они просто другие. Это просто сделана грядочка сантиметров 25-30 высотой, хороший грунт. Совершенно не бойтесь, садите их, можно сказать, рядом с друг другом, не бойтесь, он все равно будет расти. Это просто нужно как рисунок. Для меня это как художник рисует картинку свою. Вот здесь бордовый я посадила, здесь яркий, как огонь. То есть я понимала, что в течение лета они будут так, как я посадила. То есть краски смешанные. Вот смотрите, как это красиво. А украшает, спускается, это петуния. Юля, вам нравится? Ой, слушайте, но это не то слово вообще нравится. Да, это наверное, не то слово. прекрасно. Это такое разноцветие, такое красивое, огромное такое, вот знаете, вокруг дерева. Слияние И красок, да? Слияние, да. И действительно это картина, действительно вы художник. В общем, вы увлеклись всерьез ландшафтным дизайном. Да, ландшафтный дизайн. А позади нас, посмотрите, обратите, друзья, такая красота скрывается. Наверное, 25 лет. Он живет с нами. Это георгин. Называем мы Санта-Клаус, потому что у него особенность покраски, окраски цветов. На одном кусту растут красный. Это редкость. Белое с красным и красное с белым. Почему и называется Санта-Клаус? Он многолетник, его сохраняют в теплых подвалах. Каждый год мы сохраняем, он абсолютно лёжкий, на одном кусту. Вот прямо сейчас, Юля, 20 или более бутонов распустились. Невероятно. Да. Такая красота. Вы говорите, что вы их укладываете на зиму, они у вас спят. Да, а да, когда они просыпаются, когда вы их начинаете высаживать? Это конец апреля, мы их достаем с подвала, они спят. Начинаем их поливать, привозим сюда на дачу, появляются новые росточки, заносим в парник. Во временное жилище их коробки запускаем, хороший грунт, начинает расти, где-то в сантиметров 50-60 уже выносим огромные, это семьи. И садим, рассаживаем, грунт хороший готовим. Впервые в жизни я вообще наблюдаю такие цветы и такого роста. Они Да. просто гигантские. Гиганты, это точно. Да, Все гигантские. удивляются, вот такие Они у гиганты. вас за 20 лет, ну, просто поменяли, можно сказать, свою генетику, Да, мне наверное, так кажется. наверное, да. Потому что в Якутии таких, вот, честно говоря, я нигде не встречала, даже в наших ботанических садах. Даже Вы ботанических? молодец. Ой, спасибо. Людмила, что еще может нам составить компанию для колеусов? Юля, хочу сказать, что это тоже новички нашего сада. Практически их прошлый год, только первый раз они были, прошлый год. Я узнала, что такое красивое будра есть. Есть дихондра, которая просто красавица садов. Они все стелющиеся. Все вьющиеся. Можно в кашпо выращивать, но на высоте. Либо это делать подвесных кашпо. Это очень красиво. И также появилось очень красивое растение. Мы чуть ближе подойдем. Колизия. Здорово. Кстати, будра, она же еще и есть сорт такой, как не... Вот у нас декоративный, да, в саду, а есть еще не декоративные, которые, ну, как бы как лекарственное растение. Так, лекарственное растение, как разводятся. почвопокровное, как многолетнее. Но это крапчатая будра, она у нее скорость необычайная. То есть, посадив в июне пол-литра всего лишь грунта, небольшой пушистый кустик будры, посадив на 6 литров, вы увидите вот такая борода.
Так, вот эта борода. Вы ее сажаете каким образом? Это тоже в течение года она у вас сохраняется? Или вы ее семенами как-то сеете Нет, весной? она из рук в руки, она как вегетативная, она очень хорошо размножается. Тоже Просто черенками? как будто бы волосы ее, самые кончики мы запускаем в стаканчики, Так. не отрывая от маточника, закрепляем в земле, она дает корешки, отрезали, и вот вам бодрой по новой живет детки ее. Здорово. Да. Здорово. Друзья, ну посмотрите, это вот, ну просто, оно действительно очень красивое. Оно может Красивое закрыть очень. какие-то не очень, ну скажем, пока некрасивые места в нашем саду, да? Да, Но у да, каждой да. хозяйки это есть, наверное, да, но у меня их навалом. Вот, поэтому мне кажется, вот эта будра, это Выручалочка, находка, да. да, для начинающего садовода. Смотрите, как она шумит. У нее очень жесткий лист, крапчатая будра. И, Вот кстати, аромат стоит аромат просто очень... невероятный. И за счет аромата она не болеет. Ни к ней не прилипает никакие болячки. Никакая зараза. И посмотрите, сейчас вот камера Ух возьмет. ты! Смотрите, на каких стойках они стоят. Просто купили с мужем сетку стальную, положили декоративный камушек, кирпичи у всех есть, камушки есть. И еще и, как сказать, такие маленькие чопики от черемухи, которая у нас пропала. Вот и все. 6 литров, смотрите, 6 литров. И такая борода. То есть обычная радица. Да. Дешево и сердито. Грунт что 6 называется. литров и вот такая борода. Задумка была именно Красота. почему на таких трибунах, потому что мы сделали такой вход в наш сад. Да. Хотя это же самое можно подвешать и сделать его подвесным. Тоже очень красиво будет. И обратите внимание, друзья, это вот выросло все За лето. за одно лето. Вот То такой есть, был в июне, вот посмотрите, такой у нас в кустик, вот Якутске такой. вот такую красоту можно вырастить буквально за одно лето. Кстати, Смотрите, оно, какая борода. вот это растение, будрочка, она капризная, там, любит она там какие-то условия, какие-то особые, нет? Она не капризная, но единственное условие, она любит воду, но очень ограниченно. Нельзя ее заливать, но воду постоянно она любит. Чуть-чуть она начинает листики разворачивать, она просит воду. Прям Бежать. показывает. Она подсказки делает для садовода. Не надо даже, хотя грунт всегда нужно трогать. Вот единственное, наверное, не перелить, и все. И очень хорошо. А по просто температуре, по солнышку, по тенечек там? абсолютно не имеет значения. И хочу вам сказать, что даже вот такая огромная будра может переехать к вам домой, стать на железную цветочную стойку, быть где-то в вашем хорошем зеленом уголке вашего дома либо квартиры, и она также будет сидеть и расти. Вообще здорово. А солнце ей нужно? Ну, желательно. Свет Вообще нужен. свет нужен, да. Любому растению, которое вы перевозите домой, нужна обязательно, конечно, подсветка. А вот это вот что за шарики такие красивенькие, как солнышки? Это моя тоже, как вы говорили, дизайн, ландшафт, это в голове моей. Я решила, что сделать нужно шапочку. Было бы скучно, просто был бы каскад будры. Решила украсить просто яркой, красивой шапочкой. А это замечательные цветочки, вы можете купить, либо выписать на Валберес, это я точно говорю. И это антигуа, низкорослые шафраны. Когда вы их посадили? В марте? Когда я посадила в начале апреля. В начале апреля. Ну вот, друзья, И все мотайте лето на ус. бесконечно цветут. Вот это здорово! Это что же, это для садовода тоже, знаете, очень хорошая такая вещь, когда хочется же красок, да, чтобы Да. они прям радовали каждый день. И вот этот вот цветочек антигуа, да? Антигуа. Вот, антигуа. Гуа. Да. Вот даже Так давайте что повернемся берем на вот сюда. вооружение. Смотрите, вот так же будра, да? Просто шафранчик обычный. Но смотрите, то же самое посажено в 6 литров. И смотрите, вот здесь шишки елочные. Можно даже шишками забить. Ой, какая красота. То есть идет от тяжести к легкости, чтобы эта трибуна не упала. Мгм. А наверху это... Это обыкновенные бархатцы. Ой, бархатцы. просто бархатцы, Друзья ребят. дорогие, это вообще, ну, совершенно дешевенький такой цветочек, но столько радости, Красоты, столько да. пользы от него, да. Это просто я вот обожаю. А наверху что у вас за вот шапочка Вот как раз такая? я хотела сказать о коллизии. В прошлом году... О, вот коллизия, да. Да, коллизия. В прошлом году этот цветочек попал мне от моего наставника, учителя. У меня их 2 замечательных учителя. 2 феи цветочные, которые я сделала приоритет. Все, что они советуют, работает. Я хочу им обязательно, чтобы якутяне знали, это Галина и Наташа. Вот это алданская коллизия. Приехала ко мне в маленьком стаканчике. Мне объяснили, как ее размножать. Сейчас у нее много вот таких шаров. Он сам себя формирует. 200 миллилитров стаканчик садите, допустим, 6 литров.
Она сама формирует себя. Разрастается. Да. Это тоже может домой к вам То есть поехать. из маленького стаканчика за лето вот такая выросла За лето. шапочка Да. огромная. Растение, которое абсолютно не требует солнца, не требует отдельной тени, хоть где. На солнце он будет очень ярким, таким темненьким. Если его же посадить в полутень, он будет просто ярко-зеленым. Такой светленький будет, красивый. Но это растение заслуживает быть в вашем саду, потому что все, что яркое, и мы разбавляем вот такими вьюнами, как вот будра, как коллизия, это, я думаю, что это эстетичность придает. Вьющиеся растения. Вьющиеся растения, А вот да. это знакомое пониже, это кто у нас? Это традисканция. Традисканция. Да, у На нас кухнях, у хоть многих. где, да. Да. Оно и может в вашем посмотрите, саду. оказывается, и в саду оно может легко Да. так и приятненько расположиться. То есть, Вместе в с принципе, лобелией. вы можете зимой дома, а вот на лето вы можете его вытащить Да. и прогулять как бы, да. И у нас, конечно, гвоздь нашей программы сегодняшней – это колиус. Ой, какой он чудесный, красивый, замечательный. Вам уже И нравится, еще- да? Конечно. Слушайте, Всё ну, больше и больше. столько красок разных, это просто вот... Да, эти краски просто завораживают. И самое главное, Юля, вы не поверите, если у вас плохое настроение, погуляйте возле колесов, и у вас поднимется настроение. Потому что краски дают настроение, просто глазами дают. Вот зимой я, зайдя в свой зимний сад, за окном туман, они мне дают настроение. Здорово, в минус 50. Да, минус а у вас 50, и вот такие колюсы, под да. лампочками. А еще рядом вот такие красивые летом. А, кстати, еще колиус, я георгины. слышала, читала, да, что у него очень хорошая энергетика, у этого колиуса. И, кстати, он чистит энергетику. Да вы что? По эзотерике. Да. Я теперь буду Вот, знать. представляете? Ничего себе. Так что от колиуса одни сплошные просто вот Плюсы. плюсы. Да, но нет ни одного минуса. Это просто действительно очень интересное Это открытие, растение. мне кажется. Для меня это Да, открытие. да. Честное слово говорю. И знаете, если когда-то у меня будет свой сад, я обязательно обращу внимание на колиус. Обязательно. И обязательно посажу, ну, хотя бы несколько видов. Да, чтобы... я советую вам. Да. А дома это сделайте, буквально несколько цветочков. Расскажу, как грунт. И хочу, чтобы вы обязательно, я даже подарю вам несколько штучек. Просто посадите дома. Так. И будете мне говорить, как он... И под моим руководством у вас все будет красиво. Буду вести журнал. Да.